Сталину, а вопреки Сталину. За первый год войны, календарно можно сказать, он сдал 1 миллион солдат наших в плен, которые попали в немецкие концлагеря. Миллионы погибли в этих концлагерях. Полное поражение 41 года, частично 42 года. Все это на совести Сталина. На совести Сталина миллионы репрессированных, в том числе и командный состав рабоче-крестьянской Красной Армии. На совести Сталина репрессированные народы с огромными потерями людей. В каждой семье есть умершие. И вот эти люди, которые это делают, они даже не знают свою историю. День, допустим, 9 мая, победа, которая дала ценой 27 миллионов жизней, поднимать Сталина, особенно здесь в Крыму, это кощунственно. То, что касается правовой подоплеки, да, правового регулирования этого чудовищного инцидента, вот, к сожалению, я вынуждена констатировать, что особых правовых каких-либо поводов для обращения в суд я не усматриваю. Единственная причина этому то, что на законодательном уровне вот этот вот сталинский режим, он был осужден только лишь исключительно, вы знаете, с исторической точки зрения, да. А вот нормативного документа, который бы поставил бы точку, да, что сталинский режим, Сталин это есть плохо, это есть преступление, да, и оно регламентируется нормами уголовного закона, либо нормами другого закона Российской Федерации, к сожалению, нет. Это, наверное, люди с больными какими-то мозгами, потому что в здравой голове, в здравом уме этого сделать невозможно. Я, например, вот уже второй год просматриваю все книги памяти жертв репрессий по Свердловской, по Архангельской, по Уралу, там, по Узбекистану. И вижу просто тысячи фамилий. Это не только крымские татары, там все. Очень много русских, очень много украинцев. Поэтому я не пойму вот этой истерии по отношению к Сталину, такой вот воодушевленный, что ли, восхваляющий его. И как можно вот поднимать портрет, я не знаю, человека, который так ненавидел людей, так жестоко просто истреблял за только какие-то, ну, я не знаю, случайно оброненные фразы. Наблюдая за тем, как некоторые пытаются выкопать загнивающий скелет тирана 20 века, Сталина, приходишь в недоумение. Неужели наше общество до сих пор является заложником этого тирана? В таком случае это стокгольмский синдром. Сталин не только безжалостно сеял страх, боль и смерть, но и заразил этим сатанинским низменным инстинктом тысячи своих опричников. Человеческая жизнь для него была как песок, не более чем расходный материал. Не Сталин победил врага на нашей земле, а обреченно героический подвиг советского народа от офицера и солдата до партизана и мирного жителя. Не позволяйте сеять вражду и ненависть на нашей крымской земле посредством этого идола зла.